Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Бубеева Баирман Анзатовна. Я представляю Бурятский республиканский институт образовательной политики. Сегодня у нас будет лекция на тему организация независимой оценки качества образовательной деятельности образовательных организаций Республики Бурятия. Независимая оценка качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, проводится один раз в 3 года в целях предоставления участникам отношений в сфере образования информации об уровне организации работы учебных заведений и учреждений дополнительного образования детей по реализации образовательных программ на основе общедоступной информации. Об этом говорится в статье 95.2, пункт 2 Федерального закона об образовании за номером 273, а также Федерального закона 256 о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг в сфере культуры, здравоохранения, социального обслуживания и образования. Для проведения независимой оценки качества образовательной деятельности разработаны также методические рекомендации, которые утверждены заместителем министра образования и науки Российской Федерации Повалко в 2015 году, 1 апреля 2015 года. И данные методические рекомендации соответствуют требованиям Федерального закона 273 об образовании, а также Департаментом стратегии, анализа и прогноза Министерства образования и Российской Федерации разработаны следующие методические рекомендации в 2016 году за номером 02860. Данные методические рекомендации разработаны для расчета показателей независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность. Основными критериями независимой оценки качества образовательной деятельности и учреждения дополнительного образования детей являются: первое – это открытость и доступность информации об образовательных организациях, размещенной на официальном сайте в сети интернет, комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность, доброжелательность, вежливость и компетентность работников, а также общая удовлетворенность качеством предоставляемых образовательных услуг. Основным организатором проведения независимой оценки качества образовательной деятельности является Общественный совет. В данном случае в нашей республике это Общественный совет, созданный при Министерстве образования и науки. Данный Общественный совет создан в 2014 году и утвержден приказом Министерства образования и науки 3 июня 2014 года. Основными целями деятельности Общественного совета являются это прежде всего повышение качества образовательной деятельности, повышение открытости и доступности информации о деятельности образовательных организаций, а также обеспечение взаимодействия исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия с общественными организациями, иными некоммерческими организациями, экспертами по вопросам повышения качества образовательной деятельности. К функциям Общественного совета относятся это прежде всего определение перечня организаций, в отношении которых проводится независимая оценка качества образовательной деятельности. Общественный совет формирует предложения для разработки технического задания для организации оператора, устанавливает при необходимости дополнительные критерии оценки, а также представляет органу исполнительной власти результаты независимой оценки,
предложения по улучшению качества образовательной деятельности учреждениям, подвергнутых независимой оценке. Отметим, что на официальном сайте Министерства образования и науки есть раздел «Независимая оценка качества», в котором вы можете ознакомиться с основными нормативно-правовыми документами по независимой оценке качества, а также на этом сайте размещена онлайн-анкета по независимой оценке. Согласно вышеуказанным нормативным документам определены функции и направления деятельности организации оператора. Функционал оператора определяется рамками либо соответствующего технического задания, либо заказа. Функции организации оператора по независимой оценке качества подготовки обучающихся, это статья 95, пункт 1 Федерального закона 273 об образовании, и качество образовательной деятельности образовательных организаций, пункт 2 этого же закона. К ним относятся установление видов образования, группы обучающихся и образовательных программ и их частей, в отношении которых будет проводиться независимая оценка качества подготовки обучающихся. Определение условий, форм и методов проведения независимой оценки качества подготовки обучающихся, а также независимой оценки качества образовательной деятельности. Разработка методики и процедуры инструментария проведения независимой оценки. Разработка инструктивных и методических материалов по проведению независимой оценки качества подготовки обучающихся, а также качества образовательной деятельности. Разработка соответствующего программного обеспечения для сбора и анализа информации, собранных. Формирование базы данных по независимой оценке качества подготовки обучающихся, а также по независимой оценке качества образовательной деятельности. Проведение апробации разработанного инструментария для оценки качества подготовки обучающихся, подготовка отчетов с рекомендациями для различных заинтересованных групп пользователей. К ним можно отнести органы исполнительной власти, руководителей образовательных организаций, педагогические коллективы, обучающихся, а также родителей, ну и других заинтересованных лиц. Также к функциям относится распространение, то есть публикация, организация, обсуждение и так далее результатов проведения независимой оценки, проектирование и осуществление рейтинга деятельности образовательных организаций. По содержанию независимой оценки качества образовательной деятельности. Независимая оценка качества проводится в два этапа. Первый этап – это когда эксперты, организаторы, оператора на удаленном доступе проводят изучение информации на официальном сайте образовательных организаций в сети интернет. Ко второму этапу относится анкетирование респондентов, то есть родителей, а также учащихся старших классов образовательных организаций. Ну и можно отнести иные виды работ, которые не противоречат законодательству Российской Федерации. Остановимся на порядке проведения независимой оценки качества образования в 2017 году. Общественный совет при Министерстве образования и науки Республики Бурятия разрабатывает техническое задание по проведению независимой оценки качества образования. В нем же определяется список образовательных организаций, которые подлежат независимой оценке. Министерство, в свою очередь, на конкурсной основе определяет организацию оператора по проведению независимой оценки качества образования. Далее оператор рассылает
информационные письма по муниципалитетам, в котором представлен план работы и сроки проведения независимой оценки качества образования. Муниципалитеты, в свою очередь, доводят до руководителей образовательных организаций, подлежащих независимой оценке, данное письмо. Руководители образовательных организаций назначают проведение общешкольного родительского собрания в день приезда организации оператора с тем, чтобы представить возможность для анкетирования респондентов. Далее оператор производит сбор и обобщение информации. При необходимости проводит фотографирование образовательной организации. По окончании сбора информации производится анализ, выстраивание рейтингов, подготовка аналитического доклада для Общественного совета Министерства образования и науки Республики Бурятия. Общественный совет на своем заседании заслушивает и обсуждает представленный оператором аналитический отчет. После принятия решения Общественным советом о результатах независимой оценки качества образования вырабатываются рекомендации по улучшению качества образовательной деятельности образовательных организаций и направляются в муниципалитеты и школы, которые были подвергнуты независимой оценке. Министерство образования и науки размещает результаты независимой оценки качества образования на официальном сайте правительства Российской Федерации по адресу basgov.ru. Образовательные организации по результатам независимой оценки качества образования и рекомендациям, которые были разработаны Общественным советом, разрабатывают план действий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки, и докладывают Общественному совету при Министерстве и науки Республики Бурятия о проделанной работе. На сегодня у меня все. Если есть у вас вопросы, вы можете обратиться на сайте института БРИОП, можете оставить все свои вопросы или можете позвонить. Спасибо за внимание. До свидания.